Нам опять есть чем похвастаться. Команда сыктывкарских лицеистов под звучным названием «Ультиматим» выиграла 2 медали на чемпионате Европы по интеллектуальным играм «Что, где, когда» в белорусском Гомеле. Ребята выиграли 2 награды. В турнире эрудитов Brain Ring лицеисты взяли бронзовую медаль, а в интеллектуальном соревновании «Своя игра» завоевали серебро. Подробности поездки и секреты успеха команды разузнаем у тренера умных школьников Дмитрия Сивкова, учителя истории и обществознания Коми республиканского лицея при СГУ имени Петерима Сорокина. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, начнем, наверное, с приятного. Поздравляем вас как наставника и, конечно, ребят с победой. Все-таки чемпионат Европы – это очередная ступень. Как вы умудрились до нее дойти? Дело в том, что вот эта команда существует практически уже 3 года. Постепенно мы росли, достигали весомых результатов. В этом году, по-моему, для команды стало складываться все очень замечательно. Дело в том, что 30 апреля, 1 мая проходил чемпионат России. Наша команда туда отобралась, причем заведомо и с хорошими зачетными баллами. И показала там просто, я считаю, блестящий результат, 2-е место. И благодаря вот этому 2-му месту призеры всех национальных чемпионатов получают прямые путевки на чемпионат Европы, который является для школьников высшим этапом на самом деле, потому что чемпионат мира существует только для взрослых команд. Мне прямо сейчас распирает от гордости. Так всегда приятно детьми хвастаться, да ведь? Да. Хочется поговорить о подготовке. Как она проходит? Теория или только практика? Игры? Безусловно, я считаю, что лучшей практикой, конечно, является игра. Чем больше команда играет, тем лучше. Поэтому у нас с основными нашими командами игры происходят практически каждую неделю. В основном это выходные, это субботы, воскресенья. Бывают по 2 тренировки, по 2 игры, потому что мы участвуем не только в выездных турнирах, но и в синхронных турнирах тоже. И тренировки совершенно тоже разные. Есть, конечно, методички, потому что с конца 80-х написано достаточно большое количество уже таких методичек, работ, которые помогают молодым наставникам, да, потому что я и сам, наверное, года 1-2, наверное, тоже учился, как лучше донести, как обучить технологиям, да. Начинаем мы практически с простейших, наверное, приемов для того, чтобы, как говорится, запустить мозг. То есть, допустим, та же игра в ассоциации. То есть бывают вопросы, например, условно X, то есть вам загадано яблоко, и там, например, большой X. И ты должен отгадать, о каком городе идет речь. То есть, ребята вспоминают, что фрукт и большой фрукт, то есть какой фрукт это может быть, какой город может быть связан с фруктом, да, и большой, причем подсказка весомая. И выходит на то, что это Нью-Йорк. То есть мы, например, говорим с Нью-Йорк, и, ребята, дайте все ассоциации, которые возможны, потому что мы же не можем угадать, куда конкретно направит свое внимание автор вопроса. Но если мы зацепимся за эту зацепку, то у ребят уже ассоциативный ряд есть. Потом, безусловно, есть такая технология, как «Своя игра». Мы его называем «Свояк». Когда детям читается тема, зачитывается тема и 5 вопросов по сложности. И, соответственно, дети там, допустим, на хлопке, и если есть там, допустим, технологии типа брейновских кнопок, нажимают и так далее. Бывает эрудит квартеты, когда 4 человека ставятся друг за дружкой, также читаются простые вопросы из того же свояка. И, соответственно, побеждает команда, которая раньше вышла. То есть устанавливается, например, лимит там 50 баллов. В 3 словах можете нам сказать, какие планы на будущее? Этот сезон, я так понимаю, закончился, да? Этот сезон практически закончен. У нас традиционная лига интеллектуальных игр проводит официальное закрытие. А что касается планов на будущее, смотрите, даже с этими командами, которые я тренирую в лицее, мы еще далеко не все сказали. Нам нужно будет потом настраиваться на следующий сезон. То есть мы ждем следующих классных успехов. Видите, поскольку есть, конечно, медали с чемпионата Европы, но хотелось бы больше, потому что мы посмотрели, что мы можем. Мы посмотрели специфику этого чемпионата. Она есть, безусловно, потому что, например, главный организатор, оказывается, любит вопросы из своей биографии. Говорят, в прошлые годы были вопросы, например, связанные с кличками его котов. Например. Поэтому команда опытная приезжает, и они, оказывается, штудируют биографию главного организатора. Там такой есть Леонид Климович, известный белорусский знаток. А мы, оказывается, этой специфики не знали. Где-то это, может быть, противникам определенным образом помогало.
Но, тем не менее, я считаю, что в целом дети выступили весьма достойно. Спасибо большое, Спасибо. Дмитрий. Хочется пожелать. Но все-таки интеллект – это сфера, которая не имеет границ. Да? Поэтому развития и дальнейших многочисленных успехов вам и вашим. Спасибо огромное, будем стараться. Я думаю, что еще не раз прозвучит Сыктывкар, причем правильно, как обычно, да, и название нашей команды, потому что обычно всегда организаторы путают, Ультиматим. Я думаю, что в целом, да, будем показывать, я думаю, достойные результаты. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо вам.